Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life, и сегодня мы с вами погадаем на Таро Мопсов на замечательную тему «Его тайна». Мы узнаем с вами тайну загаданного человека, вашего любимого человека. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, я достаю наши с вами карты, колоду Мопсов. Очень она интересная, чисто немецкая колода, да. Она мне очень-очень понравилась. Те, кто ее в России хотят покупать, она продается, по-моему, на Wildberries. Вот. Но я покупала здесь, в Германии, в магазине, в книжном. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал Live. Переходите на главную страницу канала, там есть список самых популярных видео, а также подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен и канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Там есть видео на любой вкус. Итак, первая позиция у нас будет аметист. Вторая позиция выбрала тигровый глаз. Ну, альбом так беру, да. Третья позиция голубой гавлит. И четвертая позиция прозрачный горный хрусталь. Первая, вторая, третья, четвертая. Узнаем тайны человека, которого вы здесь загадали. Тайны вашего любимого человека, вашего партнера или партнерши. Да? Ну, чаще всего, конечно, женщины гадают. И те, кто еще не выбрал, я еще раз говорю всегда, да, что ставьте на паузу, а мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Его тайна, покрытая мраком. Что же там у него внутри? Сейчас мы все о нем узнаем, всю подноготную вытрясем. Я сегодня как раз публиковала в группе ВКонтакте юмор на эту тему, что если девушка сомневается в мужчине, а подружка берет сразу карты Таро, и сейчас мы все о нем узнаем. И вот тут то же самое. Итак, самая первая карта. На самом деле у этого человека есть от вас какой-то секрет, какая-то тайна, которую он скрывает. И, у каждого человека есть тайны. Посмотрим хотя бы уровень сложности этой тайны, да. То есть на самом деле да или нет, вообще есть ли какая-то тайна. И мы здесь видим с вами карту правосудия, справедливость. Эта карта, она может говорить о том, что у человека есть скрытые черты характера, очень сложные, которые он перед вами не демонстрирует. То есть характер тяжелее, чем вы могли бы себе представить. Это первое. И второе, он может скрывать что-то связанное с судами, тюрьмами, всякими приговорами, вынесение ему каких-то выговоров на работе, например. То есть нарушение законодательства, да. Это может быть нарушение служебного законодательства, это может быть нарушение просто уголовного законодательства. То есть у человека может быть такое вот прошлое темноватое, а вы об этом не знаете. То есть первое, это его упертый характер, да, совершенно сложный, с которым очень сложно строить отношения. Второе, это уголовная исправительная система или нарушение на работе. Дисциплины, например, или воспользовался служебным положением, получил выговор и так далее. Есть еще одна тайна, которую может здесь скрывать загадный человек. То, что он состоит в браке или кому-то обязан по суду выплачивать. Например, по алиментам, а вы об этом не знаете. Поэтому давайте смотреть развитие событий по картам. Вторая карта, какой сферы жизни касается все-таки эта тайна. Нужно смотреть сейчас, куда карты повернут, да, наше внимание. Потому что мы тут много чего предположили, судя по справедливости. Повешенный. Повешенный — это долги, да, долги. Все-таки этот человек, видимо, ему присудили что-то выплачивать.
И также он может находиться в подвешенном состоянии, буквально в зависимости от кого-то. А это значит, опять же, что, допустим, не разорвал еще брак, брачные отношения, или какие-то обязанности есть по договору, а вы об этом не знаете. Я не хочу его оправдывать, но этот человек считает себя жертвой обстоятельств. То, что, мол, обстоятельства на него влияли таким образом, что он не мог ничего сделать. Он не считает себя прям таким уж виноватым. Он считает, что им воспользовались в жизни или его несправедливо как-то обвиняют в чем-то, понимаете? Хорошо, давайте посмотрим дальше. Суть проблемы, то есть если более глубоко смотреть, суть проблемы. Ну, конечно, здесь у нас рыцарь костей, ну или мечей, да. Карта явно показала, что человек очень порывистый. Он поступил импульсивно, он поступил грубо, он поступил кому-то гневно и рубил с плеча. Он поторопился в каком-то своем решении. В итоге ему и получилось по голове, да, что он теперь кому-то должен что-то или выплачивать, или вот обязанность у него какая-то есть. Или неразорванный брак. Потому что он слишком импульсивный, потому что он повел себя неправильно. Он мог поступить как-то со злостью, резко наделать выводы о ком-то, разрубить что-то. Или действительно поступить агрессивно, ну, то есть напасть на кого-нибудь с кулаками, например, теперь выплачивать по медицинской там, да, ситуации. Думайте, характер явно непростой, здесь карты очень тяжелые падают. Стоит ли с таким человеком общаться, стоит ли с ним поддерживать отношения? Он может быть, во-первых, в долгах, во-вторых, судим, да? В-третьих, нарушить дисциплину где-то, и в-четвертых, еще и женат. Ну, не очень приятно. Почему он предпочитает вам об этом не рассказывать? Король костей. Король мечей, если по-русски, да? Ну, что сказать. Он такой весь важный. Он не хочет терять свое лицо, не хочет терять свой авторитет. Этот человек хочет поддерживать свое чувство собственного достоинства, чтобы его никто не унижал. Это буквально выше его гордыни. Взять, признаться, рассказать. Понимаете? Это выше его. Он считает, он расскажет, вы вообще по-другому о нем будете думать. Он потеряет перед вами свое лицо окончательно и бесповоротно. Ну, гордыни, очень много гордыни. Опять же, карты показали. Тяжелый характер. Вот так-то. Что у него в душе творится в связи с этим, то, что он скрывает? Да ничего у него не творится. Абсолютно ничего. По жезлов. Он не имеет такой прям сильной совести, что взять бы и это, переживать из-за этого. Нет у него вот этого, чтобы он там совестился сильно или еще что-то. Идет на авось, что вы не узнаете и все. То есть он как бы так и не сомневается, что вы это не узнаете. Откуда, мол, вы узнаете? Карты вам, он не подозревает, что карты вам расскажут. А в остальном он совершенно даже и не верит, что кто-то может это рассказать, кроме него самого, а он тоже не расскажет. Где-то подглядеть вы не можете. Вот и все. Как вам себя с ним вести, чтобы как-то хоть морально помочь ему, если это надо вообще ему помогать? Десятка жезлов. Здесь следует показать, что если ваш человек ведет себя так, будто бы вы все должны делать, а он ничего, то, мол, мне тоже тяжело, да? Мне тоже тяжело. Есть какая-то тайна, ты что-то там где-то выплачиваешь, но я не могу тянуть наши с тобой расходы, например. Ну, это просто как пример, если он выплачивает там, да? Или не может нормальную работу найти. Вы, допустим, не знаете почему, а он-то знает почему. Вот и вам надо показать, что у вас тоже тяжелая жизнь. И начать потихоньку перекладывать на него обязанности. Не только у вас должны быть обязанности. Еще и у этого человека они тоже как-то должны быть, правильно? Ну, вот такая позиция номер 1.
Какие-то тут тайны такие заковыристые прям выпали сразу с первой позиции, с первого раза. Кстати, аметист подсознательно выбрали. Это же камень таинственный, да, что действительно скрывается что-то важное. Вы даже подсознательно именно к этому камню потянулись. Хорошо, перейдем к позиции номер 2. Наш тигровый глаз. Какая тайна есть у человека, которого вы здесь загадали? Ну, конечно, чаще всего это личные отношения мы смотрим, да. И первая карта, на самом деле у вашего человека есть от вас какой-то секрет, какая-то тайна. И чаще всего действительно это есть, но мы масштаб посмотрим, да. Какая-то страшная тайна есть или так, ерунда. Давайте посмотрим. Король сосисок, колбасок, да. Король колбасок. Ну, на самом деле этот человек скрывает нечто положительное, свои деньги. То есть карта явно показала, что он более состоятелен, чем вы о нем думаете. Это уже совершенно точно. Или он должен получить в будущем богатое наследство, или его взяли или берут на хорошую работу, или у него очень хороший ежемесячный доход, а вы думаете иначе, или не знаете даже части того, что имеет этот человек, или какой он имеет вес в обществе, или какую должность, понимаете? Он более состоятельный, более денежный, чем вы о нем думали. Если вы правильно выбрали позицию, карта явно говорит о благосостоянии партнера, и то, что он не хотел бы, чтобы вы об этом знали, скорее всего, чтобы вы не испытывали корыстные чувства, да. Но мы здесь будем сейчас уточнять, потому что эта карта может означать, что партнер женат и скрывает это, а это уже совсем другая история, очень плохая история. Поэтому смотрим вторую карту. Какой сферы жизни касается эта тайна, этот секрет? Мы здесь видим паж кубков, да, паж мисок, получается, мисок. Ну, собачьей масти, да. Вот по этой карте может показываться, что у человека есть действительно больше изобилия, чем вы считаете, но и у этого человека есть ребенок. И этот ребенок тоже должен жить в неком изобилии, и, возможно, туда идет часть этих средств. Поэтому, если человек уж не женат, то был женат, или замужем, да, если вдруг женщина. Но его благосостояние высокое, и он отправляет туда ребенку, видимо, деньги. Я это так вижу здесь. То есть и это скрывает или скрывает, допустим, он может это не скрывать, а скрывать объем поступающих средств. То есть этот объем может быть гораздо больше, чем вы об этом знаете. Копнем глубже. Какова суть этой проблемы? Семерка кубков. Ну, этот человек, он сам по себе очень скрытный. Он хотел бы пудрить людям, окружающим мозги, просто потому, что он не хочет, чтобы о нем знали и половины, да, о его фактах биографии. Это первое. Второе. Семерка кубков, она показывает, что этот человек хотел бы, чтобы вы к нему очень хорошо относились и имели бы в его сторону некоторую эйфорию. Ну, как он может рассказать о своей какой-то тайне, которая его немножечко так уже порочит или приземляет в ваших глазах, если он хочет, чтобы вы горели страстью, фантазировали о нем и были впечатлены каждым его словом, каждым жестом. Конечно, ему это невыгодно, и он будет пудрить мозги, да? Почему он предпочитает не рассказывать? Еще карту вытащим. Вот видите, королева сосисок. Вот есть король сосисок, пентаклей, да, есть королева. Ясно, понятно, что из-за женщины. Есть женщина, которая с ним связана. Может быть, это еще не разорванное официальное отношение. Может быть, разорванное, но там он платит алименты и ей помогает. Вы не должны об этом знать, да, ни в коем случае. Если вы узнаете, ему будет неприятно, и он будет думать, что он опорочен немножко, так уже приземлен в ваших глазах. И он не хотел бы менять о себе впечатление какое-то, да. Кому-то что-то вот он прям обязан здесь делать хорошее постоянно.
ребенок, жена, наверное, бывшая или нынешняя, вот так. Хорошо, давайте посмотрим, что творится в его душе в связи с этим. Стыдно ли? Ну да, он борется с собой. Он хотел бы, чтобы вы знали на самом деле. Хотел бы больше вам рассказать, больше доверять. И, ну, у него внутри борьба идет, что с одной стороны он хочет ввести вас в эйфорию, чтобы вы из нее не выходили. С другой стороны, стыдно и пора рассказывать. И он сам с собой ведет вот эту войну, да. Как вам вести себя с ним, чтобы как-то ему помочь? Ну, или вывести его на чистую воду, может быть, даже, да? Угу. Рыцарь колбасок, рыцарь пентаклей. Не торопитесь. Карта говорит, что вы и не обязаны как бы это знать. Что придет время, он сам расскажет. Просто не торопите события. Будьте более сухим человеком, более неторопливым. Старайтесь не нажимать, но будьте сами честны с этим человеком. То есть ваша честность должна породить в итоге его искренность и честность. Если врать друг другу, никогда вы к правде, к общей не придете. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем к позиции номер 3. Тайна загаданного человека. Наш голубой гавлит. И первая карта. А скрывает ли он что-то кардинальное или так ерунду от вас, да? Секрет какой у него? Какого уровня? Так, ну мы здесь видим императрица. И это секрет высокого уровня, потому что он скрывает что-то о какой-то женщине. Здесь тайна, конечно же, есть. И эта тайна может касаться женщины, может касаться, например, прошлых отношений или существующей женщины, которая с ним общается, да, или его матери, или сестры, например. А также это может быть тайна, связанная с деньгами, с благосостоянием или с начальницей, тоже вариант. Ну, нам здесь лучше расшифровывать, ну, неприятная какая-то тайна, если женщина выпала. Я сразу бы начала что-то подозревать, как любой человек, да. И вы, наверное, тоже чувствуете что-то не то. Поэтому давайте посмотрим, о какой сфере жизни касается эта тайна. Колесо фортуны. Эта тайна касается случайности. Человек либо куда-то ездил, и там, может быть, кто-то ему настаивал на отношения, например, да, на отношениях. Кто-то приставал, кому-то нравился этот человек, на расстоянии от вас это было. И также просто судьбоносный поворот событий, когда, ну, например, переписка, может быть, на расстоянии, случайная переписка. Что-то случилось по судьбе, но как будто бы случайно, вот так могу сказать. И, конечно, это недвусмысленный интерес, мое мнение. Поэтому это не говорит о том, что вам человек изменяет, но это говорит о том, что кто-то проявил к нему женского пола интерес и инициативу. И, соответственно, это о многом говорит. То есть у той дамочки, скорее всего, есть грандиозные планы, а ему, ну, не может он вам признаться, вы же ревновать начнете. Он и от нее может отказаться, но и вам не сказать, чтобы вы не ревновали. Зачем ему это невыгодно? У нас никому то, что ничего не выгодно, и в итоге молчание, и все идет. Копнем глубже. Какова суть-то проблемы? Ну да, 5 пентаклей, 5 сосисок. Карта как говорит, что у вас тяжеловатые были отношения какое-то длительное время, и у него есть нехватка ресурсов, он не все может вам дать. Ну и разорвать с вами отношения он не может. И когда к нему кто-то проявляет интерес, ему это льстит. А с вами такого интереса с вашей стороны нет, потому что вы сняли розовые очки в сторону этого человека, вы разочаровались, и ему это уже бьет по самолюбию. От любви же чего ждешь? Впечатления, чтобы были романтические какие-то там слова, свидания, намеки, флирт, а не тяжести и
запросов, да, тем более запросов, которые ты дать не можешь. Ну, представьте, каждый день бы вам кто-нибудь говорил: ты неправильно варишь борщ, ты не так одета. Ты же могла бы, как женщина, идти сделать губы и брови, и маникюр, если ты не сделала. Если сделала, могла бы еще что-то сделать себе. Там, в спортзал пойти. И вообще, как женщина, ты должна там правильно варить пюре. Почему у тебя не прибрано? Что происходит? И так бы каждый день, как вот многие женщины мужчине говорят: где деньги? Или ты ведешь себя не так, ты часто опаздываешь с работы, почему ты это, почему ты то. И отношения начинают потихоньку становиться плохими. Романтика уходит, а вроде как ему хочется ее где-то взять. И приходит еще кто-то, кто проявляет интерес. В итоге все. Как бы вся любовь завяли помидоры. Ну ладно, идем дальше. Почему он предпочитает вам это не рассказывать? Уже давно бы признался. Тут выпадает 8 сосисок, которая говорит о том, что он действительно, может быть, много работает и считает закономерно то, что, может быть, от него требуют, а он и так много работает. И если сейчас еще рассказать, еще и начнут сразу каждый день: она что там с тобой делала, ты мне изменял. Истерика вот эта. Истерики еще не хватает, если и так много работаешь. А вот тут такой был случай, прошел. Я же не изменял, вроде как мне написали или там просто мигнули. Вот. То есть это может быть для него незначительно, просто вот все. Что творится в его душе в связи с этим, то, что происходит или происходило. 4 кубков, он решил забить на это, просто наплевать на это. Для него это незначительно. И вот я говорю, как бы для него это незначительная тайна. Она значительная для вас, а не для него. И как вам себя с ним вести, да? Давайте посмотрим, как себя с ним вести. Как? 7 костей. Молчать. Карта говорит совершенно точно, до поры до времени рассказывать то, что вы погадали на Таро, и вот это рассказала гадалка, нельзя, конечно. И это не даст признания в вашу сторону. То есть тут другое, тут надо как-то по-иному, да, найти какие-то факты сначала, проследить, а потом уже там, да, что-то говорить ему. То есть нужно опираться на достоверные факты. Такая позиция номер 3. А мы идем дальше. 4 позиция. Наш горный хрусталь. И тайна вашего человека загаданного. Рассматриваем здесь его секрет. Страшную тайну, да. И первая карта — это... Есть ли вообще эта тайна? И как бы даже не есть, а ее уровень. То есть какое-то она значение имеет большое или ерунда какая-нибудь, что он скрывает. Королева мечей. Жезлов, извиняюсь, жезлов, неправильно сказала. Тут наш подсолнух, сразу же понятно, да? Палка. Штохин. Ясно, что жезлы. Смотрите, идет какая-то женщина, да? Но эта женщина, она уж больно с лидерскими качествами, настойчивая, взрывоопасная. И, возможно, это ваш характер. То есть ваши лидерские качества каким-то образом давят на вашего партнера, скорее всего. И он это от вас скрывает, потому что он хочет сам быть лидером. А здесь лидером выступаете, возможно, в этой паре вы. И его это немножечко коробит. Но он не хотел бы, чтобы вы знали, что его коробит это дело. Что вы его прижимаете, придавливаете своей этой самостоятельностью, да? Какой сферы жизни все-таки, давайте еще добавим, касается эта тайна? Может быть, что-то еще тут на основе королевы жезлов мы узнаем. Идет рыцарь кубков, это любовная связь. И это ваши отношения. То есть человек видит перед собой вас, такую
слишком самостоятельную, слишком яркую, слишком напористую, слишком требовательную. И понимает, что его это в чем-то, с одной стороны, впечатляет, а с другой стороны, напрягает. И это начинает в нем будить не очень приятные чувства. То есть, с одной стороны, романтика, да, была, и человек впечатлен вами, а с другой стороны, вам надо соответствовать, а он не тянет по пороху в пороховницах, у него столько пороха просто нет. Давайте вот так это обозначим. У него столько характера нет. Копнем глубже суть этой проблемы. Туз кубков. Суть проблемы в том, что он не может показать вам, будто бы его что-то напрягает в вашем характере, потому что это даст истерику. Это даст потоки слов, это даст потоки действий. Это первое. Второе, он вас любит, скорее всего, и не хотел бы, чтобы вы знали, что его что-то может вообще, в принципе, в вас как-то напрягать. Понимаете? Хорошо. Почему он предпочитает вам не рассказывать? Ведь честность в отношениях должна быть. Ну да, тут у нас единорог выпал. Единорог говорит о том, что этот человек, наоборот, старается сделать эту связь волшебной. И ему бы хотелось, чтобы она продолжалась. И ему кажется, что ему с вами повезло. Но женщина-лидер, женщина самостоятельная, она всегда идет в напряг для мужчины в том плане, что он боится, что он не найдет столько силы в себе, да? То есть он видит, что вы тут ни при чем, понимаете? Дело в нем. И он хочет сохранить связь между вами. То есть дело даже не в том, что вот он честно, нечестно. Он, может быть, не совсем отдает отчет. То есть он может даже сам себе не совсем признаваться в том, что его что-то напрягает в вашем характере. Его это начало как-то ковырять, да, но он еще, может быть, не совсем разобрался, почему. А единорог всегда показывает о верности и желании быть рядом. И что он нашел для себя человека, с которым можно идти по жизни и доверять ему, несмотря на то, какие у него там лидерства в характере, понимаете? Хорошо. Что творится в его душе в связи с вот этой всей ситуацией? Карта Мир. У него ничего не творится. У него в душе гармония. Он хочет быть в союзе. И несмотря на то, что у вас есть характер, он старается это, ну вот говорю, как-то даже проработать в себе и найти в себе равновесие полное. Вот если бы он вам сказал, это бы его полностью дисбалансировало. А раз он умеет молчать об этом, о каких-то недочетах в вас, в себе, его это и держит в неком равновесии, понимаете? Ну и совет, как вам себя вести с ним, чтобы помочь ему морально и чтобы вот этого не было. Ну, 8 жезлов. Больше страсти, больше разговоров, больше времяпрепровождения вместе, больше, даже если вы на расстоянии, переписок, общения. Активность нужна и неподдельный интерес к этому человеку. Он жаждет вашего интереса, он вас любит, и, соответственно, ну, вот так и должно быть, да, что вы должны быть к нему активны. Вот, активны, потому что у вас и лидерские качества есть, и подсознательно. Раз они у вас есть, человек от вас ждет активности. Ну, такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Лайф и также Школа Таро Альвиен, гадание, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч.